Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о серьезной аварии с участием мотоциклистов в центре Казани. Девушка стояла, и, видимо, меня не заметила. Пострадавшего увезли в больницу. Незаконно заработали свыше 132 миллионов рублей. В Татарстане задержали группу предполагаемых обнальщиков. Помогал заключать договоры за взятки. Мы вам предъявляем постановление о производстве обыска. В Вахитовском районном суде рассматривают дело бывшего высокопоставленного сотрудника Татарстан-Почтаса. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. 28-летний байкер получил травму ноги в результате аварии с автомобилем Ford Focus на перекрестке улиц Московской и Тази-Гиззата. По предварительным данным, столкновение произошло по вине автоледи, которая управляла иномаркой. Какое правило она нарушила, расскажет Рамиль Шайдуллин. Девушка стояла, и, видимо, меня не заметила. Повернула и все. Пострадавший мотоциклист рассказал, ехал прямо по улице Тази-Гиззата. На перекрестке с улицей Московской перед ним начал разворачиваться встречный Ford Focus. По данным ГИБДД, автоледи не убедилась в безопасности маневра и перегородила ему дорогу. Избежать столкновения уже не было возможности. От удара 28-летний мужчина отлетел на несколько метров. Поначалу нормально было двигать, сейчас прям побаливает. И колено так нормально, сгибать больше уже не могу. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали в больнице. У него диагностировали ушиб левой стопы. Степень вины автоледи еще предстоит установить. Вину в происшествии она не отрицала. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Все это медики диагностировали у 31-летней автоледи, управлявшей автомобилем «Рено». На перекрестке улиц Тунакова и Енисейской ее машина снесла Kia Sportage. Айгуль Бадрудинова узнала подробности. Я ударилась головой, потому что в мою сторону был удар. Пришелся практически 100% в мою сторону. Ребенок тоже в машине? Ребенок, да, был пристегнут, я не знаю, пока вроде нормально. Рассказывая, как все произошло, девушка отметила, что ее вины в произошедшем нет. Ехала по главной дороге по Тунакову, да. Со стороны Енисейской на меня налетела вот эта машина. Автомобилем Kia управляла 57-летняя женщина. От комментариев отказалась, но по рассказам пострадавших вину признала. Вину признает, подошла, извинилась. То есть больше никаких слов не последовало. На этот перекресток уже неоднократно жаловались местные жители. Говорят, аварии здесь происходят регулярно. Вот здесь 4 дня назад машина коркнула, тоже сам ехала, ее сбили, и человек там, скажем так, до сих пор в больнице, возможно. То есть очень ужасно. Перекресток вот этот, все как летают. Жители говорили, что здесь очень часто аварии происходят. Неоднократно писали, говорили, да, что здесь что-то нужно делать. После оформления ДТП пострадавшая отправилась в медучреждение. По данным госавтоинспекции, в результате аварии она получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Какую ответственность понесет предполагаемая виновница столкновения, вероятно, решит суд. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Жизнь одного человека унесла авария в Менделеевском районе. На первом километре автодороги Янабердина-Кураково-Тойма опрокинулась «Опель Астра». Как установили автоинспекторы, ее водитель превысил скорость и не справился с управлением. 30-летний автомобилист от полученных травм скончался на месте. Его 27-летний пассажир был доставлен в больницу. После осмотра медиков мужчину отпустили домой. По предварительным данным, оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Двух татарстанцев задержали на прилегающей территории исправительной колонии номер 8 в Альметьевске. По данным УФСИН, они попытались доставить крупную партию наркотиков на режимный объект. Подготовились основательно. При задержании у них изъяли арбалет и наркотические стрелы. Татьяна Тимошенко расскажет, что еще изъяли полицейские. Узнав о том, что на территорию колонии готовится доставка запрещенных веществ, сотрудники исправительного учреждения вместе с полицейскими пошли на опережение. Они уже ждали приезда двух мужчин на легковом автомобиле и не дали им совершить задуманное. В ходе задержания и досмотра транспортного средства сотрудники обнаружили в багажнике и изъяли арбалет и пластиковую стрелу к нему. К наконечнику стрелы был прикреплен сверток, внутри которого находились 18 таблеток розового цвета и темно-зеленое вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, предполагаемые злоумышленники планировали перебросить на территорию колонии порядка 10 граммов гашиша и более 8 граммов синтетики.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка по выявлению осужденных, которым предназначались наркотические вещества. Установив личности двух мужчин, полицейские выяснили, что один из них находится в федеральном розыске. Его подозревают в краже. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, вызов 112. Двух браконьеров с помощью тепловизора выследили инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана. Жители села Красная Горка Мамадышского района ловили рыбу на реке Вятка незаконным способом – сетями. Инспекторы незамедлительно вызвали на место преступления полицейских. Обоих рыбаков задержали, у них изъяли надувную лодку и орудие лова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нелегально заработали свыше 132 миллионов рублей. Полицейские Татарстана задержали 13 человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Некоторым из них оперативники отводят роль организаторов преступного сообщества. Как действовали предполагаемые злоумышленники, Наталья Мезина. Всего в ходе операции полицейские задержали 13 человек. Всех их подозревают в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они занимались обналичиванием средств. В банках открывали счета на юридические лица, снимали наличные и проводили инкассацию. При этом соответствующей лицензии и регистрации у задержанных не было. Доходы теневых финансистов превысили 132 миллиона рублей. За свои услуги лжебанкиры брали не менее 10% в качестве комиссии. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, банковские карты, записи, а также другие улики. 7 задержанных суд отправил в следственный изолятор, 3 под домашний арест. Еще 3 назначили наказание в виде запрета определенных действий. Наталья Мизина, Айрат Назипов, вызов 112. Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело в отношении 39-летнего Рустема Галиханова, бывшего руководителя группы управления транспортом организации контроля перевозок Татарстан-Почтаса, обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным гособвинения, за несколько лет он незаконно обогатился на сумму чуть меньше 2 миллионов рублей. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Мы вам предъявляем постановление о производстве обыска. Это кадры оперативной съемки, снятые еще в октябре прошлого года. Уже бывшего топ-менеджера Татарстан-Почтаса задержали на рабочем месте. Его подозревали в получении взятки. Сумма 330 тысяч рублей. Оперативники установили, что в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм подписать с ним договор поставки автомобильных шин за вознаграждение. Для придания легитимности подготовки закупочной документации в ходе подготовки к редукциону обвиняемый получил от мужчины коммерческие предложения о подконтрольных ему фирм. В результате был заключен контракт на сумму более 3 миллионов рублей. Дело дошло до суда. Сейчас обвиняемый по статье получения взятки должностным лицом в крупном размере Рустем Галиханов находится под домашним арестом. Как считает сторона обвинения, эпизод с поставками шин не единственный в деле мужчины. В ходе расследования было выявлено еще 2. По данным следствия, за несколько лет мужчина получил взятки от контрагентов за помощь в заключении договоров. По второму эпизоду он получил более 500 тысяч рублей за содействие заключения договора по поставке горючих смазочных материалов. И по третьему эпизоду он получил более 1 миллиона рублей за заключение организации договора на оказание медицинских услуг. В общей сложности на банковскую карту подсудимого перевели чуть меньше 2 миллионов рублей. Вину в предельном обвинении мужчина признал лишь частично. На следующих судебных заседаниях планируется допросить всех свидетелей по этому делу. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего челнинца, сбежавшего из зала суда. Мужчина сам привлек внимание людей в форме подозрительным поведением. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но был пойман. При проверке документов выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске с 11 августа. 2 недели назад его осудили по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Не дождавшись оглашения приговора, он сбежал из зала суда во время перерыва. Мужчину доставили в отдел полиции.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.